В разы увеличить привлеченные инвестиции в регион. Такую задачу глава Коми ставит перед правительством республики. И есть уже реальные результаты. Более 10 крупных проектов будут реализованы в ближайшие годы. Причем республика приглашает инвесторов, которые готовы вкладывать свои средства. Как и в условиях санкций, республика создает новые предприятия и поддерживает уже работающие, в материале Ольги Коняевой. У товаропроизводителей республики отмечается рост объемов производства. Это напрямую связано со стабильным спросом и расширением рынков сбыта. Налаживается внешнее межэкономическое партнерство с дружественными странами. Такая задача была поставлена в начале 2023 года президентом страны. В этом году заключено 9 экспортных контрактов. Плановый уровень уже превысили. Впереди еще бизнес с миссией в Египет. Это для нас тоже потенциальный рынок сбыта. 1,5 года в республике эффективно работает Центр импортозамещения. Приведу пример. У нас сейчас есть взаимодействие очень плотное с Челябинской областью. Значит, они разрабатывают оборудование, комплектующее для ремонта оборудования, которое используется в нефтедобыче, в нефтепереработке, на заводах по производству ГСМ. Соответственно, мы пытаемся эти риски все нивелировать, чтобы устранить эти последствия, которые могут влиять на... У нас запланированы встречи. Мы встречались в рамках форумов, площадок, собирали предприятия, которые в режиме онлайн рассказывали о своих потребностях в оборудовании и запчастях. Поэтому мы пытаемся в кооперации с нашими российскими предприятиями эту проблему устранять. Гарантийный фонд, микрокредитная организация, фонд развития промышленности, структуры поддержки бизнеса в нынешних экономических условиях определенно нужны и показывают свой результат. Расскажем на примере нашей компании, всем известно, это компания Промтехинвест, да? Который у нас в этом году мы подписали 10 апреля текущего года, значит, приоритетный инвестпроект на объем инвестиций там более 2 миллиардов рублей. Так вот, мы получили деньги с федерации, то есть не получили деньги, мы получили возможность бизнесу развиваться. Он свои деньги инвестирует в районе 2 миллиардов рублей, мы с своей стороны. И фонд развития промышленности помогает ему. И те меры поддержки в 17.04 он получает. Соответственно, бизнес этими мерами поддержки пользуется. Если мы берем как раз фонд развития промышленности, то на 2019 год как раз фонд составлял 18 миллионов рублей. На текущий момент, на прошлой неделе мы с ним встречались, уже больше 1,2 миллиардов рублей. То есть 18 миллионов и 1,2 миллиарда рублей. Глава Коми ставит правительству задачу увеличить в разы привлеченные инвестиции в Коми. Хотя и сейчас предприятия, с учетом даже санкционных ограничений, не боятся вкладывать в нашем регионе. Мы видим же с вами, да, что стагнация определенная, останавливаются предприятия, ждут, да, то есть у нас предприятие идет в рост, в развитие, и инвестирует 2 миллиарда, это, в общем, серьезный задел, а самое главное уверенность предприятия, что работа будет продолжаться и предприятие эти деньги окупит. Строительство 2 заводов по сжижению газа на 3 тонны в час – это 5 миллиардов рублей инвестиций, 150 рабочих мест. Определены площадки, идет закуп оборудования, работа займет около 1,5 лет. Уже проектируется дата-центр в Печоре, вложение 10 миллиардов. Подобран участок под грузовой контейнерный терминал в Микуне. Это еще 100 рабочих мест. Следующее направление, коллеги, это строительство завода по утилизации медицинских отходов. Там проведена аналитика совместно с Минздравом, очень оперативно тут с коллегами отработали. Дана аналитика по медицинским отходам, определен земельный участок, и объем инвестиций составит порядка 500 миллионов рублей с созданием там до 50 рабочих мест. Это я уже в высокой степени проработки говорю, те проекты, которые вот буквально 3 месяца назад были начаты. Значит, отдельным направлением, которым я сейчас вот по вашему поручению, Владимир Викторович, и правительство занимаюсь, это медицинские объекты, это строительство центра ядерной медицины, гемодиализа, реабилитационного и лабораторного диагностического центра. Заправочные комплексы на сжиженном газе, завод по производству катионного крахмала, школа дзюдо. В ближайшем будущем более 10 инвестиционных проектов. Главное, все за счет внебюджетных источников. Ольга Коняева, телеканал Юрган.